Здравствуйте, я Ортабаева Асель Муратбековна, учитель русского языка и литературы школы-гимназии номер 39 имени Ивана Панфилова. Все люди разные, и судьбы разные, и счастья все хотят любой ценой. У каждого свой путь, своя дорога. Но выбор есть всегда, он за тобой. Я рада, что когда-то сделанный мной выбор привел меня в мир, полный детских голосов, как бурлящий поток, накатывающий с порога, где трудно провести грань между работой и личной жизнью. Мечтала ли я стать учителем? Нет, но стать учителем мне было суждено судьбой. Моя бабушка и мама были учителями. В школе мой любимый предмет был русский язык и литература. Это и послужило выбором моей специальности. В 1999 году начала свою педагогическую деятельность в Подгорницкой школе села Юбилейное Старорыскуловского района. Одним из главных средств воспитания человека является образование, которое должно высоко цениться. Высокая оценка образования связана с тем, что обществоведы возлагают на него решение социальных, этических и эстетических задач. Благодаря знанию обеспечиваются общественные контакты, взаимоотношения людей в обществе. Культура и знания помогают добиться высокого положения в обществе, а также осуществляют духовную связь поколений, вырабатывают нравственные ценности и идеалы добра, красоты и образованности. А кто, как не мы, учителя, несем ответственность за воспитание подрастающего поколения? Учитель – это большое доброе сердце, до краев наполненное любовью и надеждой. Учитель – это человек, способный интересоваться всем тем, что его окружает. Он способен дарить себя детям без остатка, получая взамен бесценное уважение и безграничную любовь. Любой из них – это удивительный мир мыслей, это разнообразие взглядов и эмоций, это глубина чувств и переживаний. Судьба учителя сложна и интересна. А что значит для меня быть учителем? Это не только возможность чему-то учить детей, а каждый день с ними общаться, открывая для себя новое. От учеников я набираюсь мудрости, отдавая взамен свои знания, свое сердце. Отдавать, дарить, не требуя взамен благодарности, намного легче и приятнее, чем просто брать. Для меня учитель – это не профессия, не работа, а образ жизни. Мне нравится смотреть в глаза детей и находить в этом радость и удовлетворение. Решающее значение в каждой профессии имеет любовь человека к своему делу. Если человек не любит свою работу, если она не приносит ему морального удовлетворения, то о какой высокой отдаче может идти речь? Найти рецепт учительского успеха – мечта любого педагога. Но такого универсального рецепта не существует. Каждый педагог идет своим путем. Для меня важно сделать учебный процесс творческим, а учебу превратить в мир интересных открытий. И, конечно, помочь учащимся найти себя и сделать первое и самое важное открытие – открыть свои способности, а может быть и талант. Это требует от меня знаний, навыков педагогического мастерства. Я готова этому учиться. Ведь только в состоянии взаимного уважения и симпатии учитель и ученик могут понять друг друга и достичь высоких результатов. Такими результатами считаю призовые места моих учеников. Результат учительского труда не сумма знаний, а воспитание у каждого ученика собственного мировоззрения, умение жить в мире и понимать этот мир. Сама жизнь требует от современного человека умения мыслить и добывать необходимые знания самостоятельно. Ведь запомнить весь объем информации, накопленной человечеством, невозможно. Размышляя, я прекрасно понимаю,
что я не могу провести грань, где заканчивается моя работа и начинается личная жизнь. Несомненно, моя дорога, зовущая и ведущая к счастью, это педагогический труд. Я не работаю учителем, я живу этой профессией. И, если честно, ни разу об этом не пожалела. И пусть мое сердце и любовь согреет моих учеников в трудную минуту. Пусть знания помогут обрести место в жизни, а человеческие качества выстоять и победить.